Давным-давно, где-то в дальнем Аиле, жили старик со старухой. Было у них небольшое хозяйство. Несколько овец, коза, корова, да безымянный кот. И вот однажды, когда Нурджан апа сбивала сливки, подошел к ней Джакопата и начал разговор. Ого, Нурджан, представляешь? Да. Волки всех наших овец утащили и нашего сторожевого Киреше загрызли. О, Боже. Как же теперь мы жить будем? Что делать-то? Ой, бай, вот горе какое. А корову с козой тоже загрызли. Эй, нет, Сете повезло. Кот твой бестолковый со страха, наверное, прыгнул на дверь сарая. Она и закрылась. Волки не смогли туда зайти. Ой, А у этого еще и шерсть стала дыбом с перепугу. Да еще и щипел, небось. Вот волки от смеха и убежали. ну что ты говоришь ты, а, Джакоб? Кот у нас умный, сильный, ловкий, отличный защитник. Видишь, самое главное, спас от волков нашу корову и козу. Ну и рассмешила ты меня. Может, тогда теперь его Батыром начнем называть? Ох и придумщик ты, Джакоб. Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Назовем его Чокчулой Батыр. Ну что ж, Ваше Величество Чокчулой Батыр. О-о-о, посмотрите на него. Уважаемый Чокчулой Батыр, наше главное богатство – это коза и корова. Поэтому просим вас, охраняйте их хорошо. Пойдемте, я вам дорогу покажу. И вот однажды, ранней весной, с самого утра суета во дворе Джакопа и Нурджан. Собрались они в дорогу. Нашего кота, чтобы он не устал в пути и на солнце не перегрелся, положи в этот мешок. Ладно, хорошо. Ну, уважаемый Чокчулой Батыр, разрешите нам отправиться на Джайло? Хорошо. Давай я тебя положу в этот курджун. Так. Ой, Байбиче. Да. Все, можно спокойной душой отправляться на Джайло. Сам Чокчулой Батыр разрешение дал. Ой, да ну тебя. Он еще покажет, на что годится. Сейчас главное до Джайло нормально добраться. Путь трудный, не близкий. У нас все впереди. Давай. Ну-ка. И старик со старухой отправились в путь. Ой, Байбиче, Да. впереди много тропинок. Внимательно смотри, не перепутай. Да помню я все. Не первый же раз туда едем. Ты лучше внимательно за коровой и вещами нашими присматривай. Да присматриваю. Идут они. Мяукал кот, мяукал, но никто его не услышал. Долго он бился, чтобы выбраться из мешка. Ой, мяу! Эх, сколько же времени прошло, как я упал с коровой? Наверное, не меньше нескольких часов. Ай, ой! Куда же мои хозяева ушли? Ай-вай! Сколько же там впереди тропинок? По какой же они пошли? Какие же из этих следов моих хозяев? Пойду посмотрю. Ну-ка. Ой, какой! Кто же такой грозный? Здравствуйте, вы, наверное, прибыли издалека. Здравствуйте, давайте познакомимся. Я Лиса. Эй, ты разве не знаешь, кто я такой? Я Чокчулой Батыр. Кто же такой этот Чокчулой Батыр? Никогда не слышала о таком. Ну-ка, для начала испытаю-ка я его. Куда же вы путь держите, многоуважаемый Чокчулой Батыр? Не твое лисье дело, куда Батыр путь держит. А
А вы знаете, что в этом лесу живет много ваших братьев? Каких таких братьев? Я один такой Батыр. Ты что, рыжий, угрожаешь мне? Мяу. Ой, нет, простите, ну что вы? Да, это действительно какой-то очень опасный зверь. Буду поласковой с ним. Может, и не съест меня. Ой, что же делать-то? Чокчолой, Батыр, видите, ночь скоро наступит. Если вы согласитесь, будьте моим гостем, а завтра продолжите свой батырский путь. Хорошо, так уж и быть. Вечер наступает. Ладно, пойдем к тебе. Отдохну хоть. Показывай дорогу. Пойдемте за мной, пойдемте. Пришли они к лисе. Устроился Чокчолой на почетном месте отдыхать. А лиса никак не может найти себе места, выскочила из норы. Мышь, заяц, друзья мои, идите сюда. Вот этих простофиль Чокчолой Батыру я отдам на съедение. У меня дома сейчас Чокчолой Батыр отдыхает. Зайцы причем? Ой, гостя, ты угощай. Он же голодный, наверное, с дороги. Нас он и съест на ужин. У меня вот угощение есть. Свежий суслик. Скажу, что это от нас всех. Пошли. Ну ладно. Пойдем. Дорогой Чокчолой Батыр, вот мои друзья. Вместе веселимся. Вместе ищем себе еду. И кто же они такие? Познакомьтесь, пожалуйста, с ними. Это Заяц Батыр. Он отличается от других выпученными глазами и длинными ушами. Здравствуйте, Чокчолой Батыр. А это Мышь Батыр. Он очень жирный. Здравствуйте. Прошу прощения, чуть не забыла. Вот, угощайтесь, уважаемый. Ой, как страшно рычит. Пойдемте-ка отсюда подальше. Вот настоящий богатырь. Как вкусно. Мне бы тоже кусочек. Ой, какой же он грозный. Вот настоящий богатырь. Его боится даже лиса. Где нам равняться с ним? Да, точно, он настоящий батыр. Кот поел, умылся и заснул. А лиса все никак успокоиться не может. Да что он себе позволяет? Натравлю-ка я на него этого глупого трусишку-зайца. Смотри, Заяц Батыр, он тебя не признает и совсем не уважает. А ты же богатырь. Ну-ка попробуй его научить уму-разуму. Эй, Засуня! Я Заяц Батыр. Вставай! Вставай, говорю! Ой, Чокчолой Батыр. Ой, боюсь! Какая у него страшная пасть и острые клыки. Чоки Батыр, извините их. Они просто глупые лесные задиры. Я их сама найду и накажу как следует. А вы отдыхайте спокойно. Я пока буду готовить ужин для вас. Испуганная лиса побежала в лес и встретила льва. Ой, беда! Лев Батыр появился в лесу. Неизвестно откуда Чокчолой Батыр зайца исцарапал когтями своими острыми. Мышь чуть клыками на части не разорвал. А меня лису из моего же дома выгнал. Помогите, пожалуйста. Что за шум? Что случилось? Он сказал мне, немедленно приведи этого зазнайку льва.
эту полосатую мягкую игрушку. Он здесь своевольничает. Пусть теперь оправдывается передо мной и попросит прощения, иначе разорву его на мелкие кусочки. Что за глупости? А еще он сказал, и пусть этот косолапый медведь тоже придет с подарками, иначе я ему такое устрою. Да как он посмел? Я в ярости! Надо пойти и отомстить за такие оскорбления! Обязательно надо пойти и отомстить. В этом большом лесу только мы главные батыры. Правильно! Уважаемые, есть у меня отличная идея. Что за идея? Вы, Лев Батыр, приведите живую козу. А вы, Медведь Батыр, живую корову. Не пойму я. А зачем корова и коза? Сейчас я вам все объясню. Знаете, Рассказала лиса им свой коварный план. Рано утром лев и медведь спрятались на поляне. Позже заманила туда обманом лиса Чокчолоя. вот Чокчолой Батыр, там к дереву привязаны корова и коза. Можно их подоить и напиться вкусного свежего молока. Да это же корова и коза старика со старухой. Подожди-ка, лиса. Что-то здесь не так. Расскажи-ка, кто привел этих корову и козу? Не знаю, Чокчолой Батыр. Звери в нашем лесу, как только узнали, что такой великий батыр здесь, решили сделать вам подарок. Они для вас и принадлежат только Лиса! вам. Ну-ка говори, кто украл и привел корову сюда? Ну, вы понимаете, много кто Кто сюда... их привел, лиса? Кто? Мяу! Меня привел сюда медведь. Меня лев. Где эти негодники? Вот я сейчас им покажу. Мяу, накажу этого льва и этого Понимаете, медведя. их здесь нет. Они ушли за новыми подарками. Мяу, ага, там наверняка мышь. Ау, спасите! Помогите! Помогите! Спасите! Что происходит? Он такой грозный, всех разогнал. Ай! Ай-яй-яй! Ой, 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 ой. Эй. Ну а вы? Как вы здесь оказались? Хозяева только юрту поставили и начали обживать кочевье. Настала ночь, и медведь со львом утащили нас в лес. А вы путь назад помните? Конечно! Ну, пойдемте тогда домой. Коза, показывай дорогу. Джакоб и Нурджан сидели у своей юрты и горевали, ведь они все потеряли: и овец, и корову, и козу. Ой, смотри, Джакоб, Ой. а ты говорил, что наш кот бесполезный. Смотри! Смотри! Ого! Вот это да! И дорогу нашел, корову с козой спас от хищников. Ну, конечно, Дорогой я мой, же говорила. родной мой, вот так Батыр! Мои дорогие! Молодец, Как я Чокчолой Батыр! счастлива! Мои дорогие! Ой, настоящий Чокчолой Батыр! Батыр! Вот поэтому с тех пор в народе говорят: бой ведет не оружие, а сердце героя.